Народ, всем привет, с вами Вилсаком, и да, у меня в руке iPhone 15 Pro Max за день до официального старта продаж. Мы его уже распаковали. Мы его уже поцарапали, потому что титановая рамка, и это интересно. Самый маленький ножичек. Делаешь что? Правильно, вот так. А теперь пришло время разбить этот смартфон об плитку. Либо нет, потому что мне интересно. Мы с вами знаем, как себя ведет алюминий ровно на этом месте. А это все базовые айфоны, начиная с 12-х. Ну, я имею в виду с этими плоскими гранями. Мы с вами знаем, что сталь показывает себя действительно круто, причем и как на маленьких версиях Pro, так и на Максах. Сталь One Love. Единственное, она глянцевая и достаточно быстро коцается. Здесь же у нас титан. Он сам по себе матовый, при этом должен быть достаточно прочным. В общем, мне не столько интересно бить керамик шилд стекло, которое здесь что спереди, что сзади, сколько посмотреть, как себя поведут эти закругленные грани прикольные и как себя покажет титановая рамка. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить сейчас будет жарко. Поехали. Самый первый тест, я хочу уронить его на вот эту короткую грань, где находится USB-C. Но представим, что я доставал его из кармана, либо просто как-то промахнулся. И вот как раз эти 1,5 метра разделяют iPhone от плитки. Ну, чтобы вы понимали, это эксклюзив. Это мировой эксклюзив. Вы не найдете больше нигде дроп-тестов. И вообще, казалось бы, дроп-тесты мертвы. Хрен там плавал. Поехали! Раз, два, три. Ты видел искру? Знали ли вы, что iPhone высекает искру? Слушай, ну, дэмэдж достаточно серьезный. Но мне кажется, что стальная рамка, она примерно так же коцалась. Единственное, в острых гранях предыдущих Pro Max и Pro айфонов была проблема как раз в том, что из-за слишком острых граней это все как-то сильно деформировалось. Здесь такого нет. Просто коцнулось. Ну, ничего страшного. Следующая остановка и широкая грань, где находится Action Button. Мы, в общем, по новым фишкам iPhone Pro Max идем. И Type-C, и Action Button. Это все замечательно. Итак, примерно та же самая история. 1,5 метра. И хочу, чтобы он как-то вот плашмя прям упал. Раз, два, три. Вот максимально, как я хотел, так и упал. Замечательно. Ну, забавно, что этот самый Action Button и поцарапался. Собственно, вот так выглядят царапины на крашенном синем титане. Видно, что под ним натуральный материал, но это не ощущается как что-то вау ужасное. Просто скол, который, опять же, засовываешь телефон в чехол и не видишь ничего. Здесь примерно то же самое. Но оно деформируется без острых краев, то есть оно очень аккуратненько ощущается. Знаешь, просто стесалась краска и все. Ну и, конечно, экрану хоть бы что. А это значит, прямо на него мы сейчас iPhone уроним. iPhone 15 Pro Max. Ультра дорогой, ультра раритетный, ультра кайфовый. Прямо на экран. Я не знаю, из какого вообще сырья все это делается, какие физические, химические процессы во всем этом задействуются, но вот с моей позиции кажется, что этому экрану просто вообще хана. А мы берем его аккуратненько вот так 2 пальцами. Это впервые за мою практику дроп-тестов произошла такая фигня. Как так получается? Как? Стекло абсолютно целое. А вот экран сказал, ну я пойду, пожалуй. И это охренеть.
Как? Это очень печально. Вот тебе измененная конструкция шасси айфона. На презентации нам отдельно показали, что iPhone, он весь такой из себя вау. И он начал адски греться в этом месте, потому что он шарашит максимальную подсветку. Нам бы надо бы его выключить сейчас, прямо в этот момент. Возможно, перезагрузка полечит iPhone, но я не уверен. А пока я пытаюсь его восстановить, для вас важная информация. При виде цен на новый iPhone 15 серии даже мне поплохело. И мой вам совет, если вам деньги в карман не жгут, берите прошлогодние версии и вообще не парьтесь. Либо, если очень хочется, можно пойти другим путем, чтобы не пробивать в бюджете брешь. Оцените свои доходы и расходы и оформляйте кредитную карту с длинным льготным беспроцентным периодом. Я сам пользуюсь бесплатной кредитной картой Альфа-банка и вам советую. У меня она здесь не просто так лежит. По карте получаете год без процентов на любые покупки, совершенные в течение первых 30 дней. Самое важное, что все условия прозрачные и без скрытых комиссий. Математика получается такая. Оформляете карту, покупаете новый iPhone в первые 30 дней после оформления карты, затем в течение года возвращаете банку деньги, но без процентов. При этом, пользуясь картой для других покупок, можно еще и заработать на ней, потому что Альфа-банк дает 5% гарантированного кэшбэка на выбранные категории. Удобно, что в рамках льготного периода можно снимать наличные бесплатно. До 50 тысяч рублей каждый месяц, без комиссий, без процентов, в любых банкоматах. Переходите по ссылке в описании и оформляйте кредитную карту Альфа-банка. Я, конечно, фокусник еще тот, но чудо не произошло. Экран, к сожалению, кирдыкнулся, и прикол в том, что, скорее всего, отлетел шлейф, потому что сам экран работает, то есть он реагирует на нажатие, и тач-сенсор вполне себе функционирует. Но он в этих местах безумно греется, потому что именно здесь он сейчас шарашит на максимальную яркость, и это, конечно, печально, и это охренеть как важно. Смотрите, стекло мощное, но замена конструкции повлияла вот на такой результат. И мне кажется, нам срочно надо отправляться в iSupport, разбирать эту скатину и смотреть, как, собственно, конструкция отличается от предыдущих айфонов. Потому что вот вам наглядный пример. Вот это iPhone 13 Pro Max, пробитый насквозь. Золотой, прошу заметить. Сейчас такого нету уже больше. То есть насквозь пробитое стекло, при этом оно держится. И если вы скажете, ну, задняя крышка, что ты нас чем удивил-то вообще? Экран разбит также вообще, ну, не так сильно, но тоже. И знаете что? Работает. Вот, то есть я его прям сейчас еще... Ладно, не буду. Еще раз роняю, и он будет работать. То есть здесь конструкция была, ну, мощная. Пока iPhone 15 Pro Max меня огорчает. Понимаешь? Раз пошло такое веселье, продолжаем. И в этот раз задняя крышка с блоком камер. Опять же, вся из себя такая покатая, прикольная. Изменение конструкции как будто бы, ну, пока, ну, блин. Они сделали ремонт дешевле, и ломается он быстрее. Охренеть, спасибо. Но тут ожидаемо вообще забей. Камеры приняли на себя весь удар, потому что они выпирают. И все. Да, поцарапался по рамке, но без криминала. Опять же, никакого криминала. А если вы носите телефон в чехле, то вообще страданий нет. Посмотрите наш дроп-тест айфонов в чехлах и все поймете. Ну что ж, давайте проверим Ceramic Shield на экране, но теперь с 2 метров. Ну, ровно та же самая история. То есть сам экран, само стекло абсолютно неубиваемое. С 2 метров, плашмя, на плитку, где есть всякий мусор, мелкие камешки. Ничего вообще. Ну, то есть вообще ничего. Кроме того, что он больше не работает, в остальном вообще как новый. Мне очень понравилось, как он высекал искру. Давайте попробуем еще раз. Более суровая высота. И на счет 2. Раз, два. А я хотел проверить рамку, я хотел высекать искру. Ну что ты будешь делать? Ну, в общем, пару падений ваш iPhone переживет, а после первого вы должны понять, что либо защитное стекло, либо чехол ваш большой друг. Я думал, не разобьется. Продолжаем поиски искры.
Да ну что ты не падаешь-то на рамку-то, ёкарный бабай. Продолжается деформация, теперь он прилетел в эту часть, и он больше треснул, здесь уже что-то поплыло даже. Нет, 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 нет. Я хочу, чтобы ты упал прям вот чик на рамочку, давай. Поди, искра. Но вот такие прямые падения он переживает достаточно уверенно. Причем сейчас рамка аж деформировалась. Вот в этом самом месте мы с вами наблюдаем, что рамка деформировалась. В этот раз она не только поцарапалась, но и прям изменилась конструкция. Однако никак особо на, скажем так, вид крышки это не влияет. И на работу айфона как будто тоже. Но с этой стороны, конечно, ситуация тяжелейшая. Раз, два, три. То есть каждое следующее падение добивает этот несчастный экран. Это грустно. Но мне теперь хочется понять, что будет с этой крышкой, насколько она молодцом. Финальный дроп-тест, ребята. Разобьется или нет, пишите в комментариях. И ровно в этот момент, с вот так вот неловко поднятой рукой, я напоминаю, что вот этот iPhone 15 Pro Max на 256 гигабайт, только не разбитый, мы разыгрываем в нашем телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании, нажимайте кнопочку «Участвовать», подписывайтесь на нашу телегу, и кто-то из вас станет, ну, чуть-чуть более счастливым, что ли. Ну, а мы что делаем? Затаив дыхание, я видел. У меня прям в рапиде, у меня прям все, я все видел. И вы видели, и я видел. Он разбился прям по всем фронтам. Пятно контакта здесь, 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 здесь. Хороший iPhone был. Что я хочу сказать вам в итоге? Ну, конечно, ситуация закономерная. Если бить iPhone, он разбивается. Однако я не увидел какого-то улучшения с точки зрения удара прочности, потому что, ну, с экраном вообще было фаталити. Такого не было никогда ни на одном дроп-тесте, чтобы стекло оставалось целым, а шлейф или матрица сломались. Причем, когда я говорю матрица, я имею в виду, что у нас здесь вот эти желтые пятна говорят о том, что матрица потекла. И, как вы знаете, можно разбить стекло, и когда у вас осталась цела матрица, вам в сервисе просто поменяют это самое стекло, а экран останется ваш родной классный. Здесь хана и матрицы, и стеклу, поэтому замена только всего блока целиком. Это либо очень дорого, либо в будущем китайские запчасти не круто, потому что Pro Retina, Motion и прочие все приколы, они не просто так, собственно, в названии присутствуют. Задняя крышка, ну, опять же, без сюрпризов, разбилась с какого-то раза. Здесь все зависит от того, как этот несчастный телефон упал, на какую конкретно грань и так далее. Но как будто бы, опять же, он разбился даже быстрее, чем предыдущие модели. Что касается титановой рамки, вот здесь она меня прямо порадовала. То есть она деформируется, она достаточно мягкая, чтобы заминаться, но не настолько мягкая, чтобы, ну, так деформироваться, как алюминий. И при этом нету вот этих неприятных острых кусков, торчащих из стальной рамки. Поэтому iPhone 15 Pro Max по моему личному дроп-тест-метру получает 6 баллов из 10. Ну, как-то так. А я говорю вам спасибо за то, что смотрели это видео. Ставьте лайк, если было интересно. Ставьте лайки, если вы приветствуете такие эксклюзивы. И, собственно, совсем скоро увидимся, потому что один iPhone разбит, но есть еще несколько. А значит, распаковка натурального титана, тест камер и прочие интересные штуки совсем скоро на канале. А с вами был Вилсаком. Пока!